22 января в парламенте развернулась жаркая дискуссия по поводу обращения к народу. Рауль Валерьевич, раскройте скобки. Что так взбудоражило народных избранников и вас в частности? Острая эмоциональная дискуссия, которая вчера произошла в парламенте, срезонировала наше общество. И я, конечно, хотел бы быть открытым и проговорить этот вопрос о причинах, которые привели к такой ситуации. Ну, а эти причины известны, да, это последние такие сложные события, с которыми мы столкнулись. Это продолжение всей этой темы. Вот, и я хотел бы все-таки поделиться и прокомментировать эту ситуацию, быть открытым с нашими, и всегда был открытым с нашими избирателями там, и гражданами и так далее. На вчерашнюю встречу нас собрали, ну, говоря не парламентским языком, немного в темную. И мы не понимали и не знали вообще суть и смысл того совещания, которое должно было состояться. Когда я зашел в зал, и в том числе и коллеги наши зашли в зал, в зале уже были журналисты, были представители Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности, то есть полный зал был, ну и, соответственно, депутаты, и то не полная часть нашего депутатского корпуса. Вот. Ну и начали дискуссию, начали вести разговоры, спикер начал вести заседание и начал говорить о тех событиях, о тех процессах, которые происходят на данный момент. В процессе уже самого совещания спикер предложил нам обратиться к народу Абхазии таким с обращением от парламента. Вот, но при этом никаких материалов у нас не было, и я, как депутат, поинтересовался и задал вопрос, что за обращение, что оно несет, и какие цели, задачи вы ставите в этом обращении. И попросил не озвучивать это обращение, а дать нам сперва возможность ознакомиться с ним, а, соответственно, потом уже, если уже будет принято решение, уже потом, после, приняв решение коллегиально, уже его озвучить. Что характерно тоже, вот, когда озвучивали, что необходимо такое сделать обращение, говорилось там о положении в стране, политической, социально-политической обстановке в стране, и что якобы необходимо там стабилизировать в обществе обстановку. Там. Вот это был такой главный посыл. Проект обращения, который в итоге попал мне на руки, ну, я так его ознакомился с ним, там какие-то анонимные авторы обсуждали и предложили дать оценку событиям 9-12 января этого года. То есть этот документ я получил на столе, там она по рассылке прошел этот документ, и я ознакомился с этим документом. И вот прям сразу с первого же блока, с первого же абзаца вот, ставился вопрос о том, что в стране произошел государственный переворот. Да, то есть, и я расценил это не как обращение, да, к нашим народным гражданам, а как заявление чье-то, анонимное заявление. Я не мог на тот момент понять вообще, от кого это исходит и кто является этим автором, потому что начали заявлять о том, что это не один проект обращения, а их еще есть несколько, ну и так далее. И пошли вот жаркие дискуссии по этому поводу. Эти анонимные авторы этого обращения забыли, что это парламент страны, это политический орган страны, это высший законодательный орган страны. Поэтому такие заявления, такие обращения я и расценил, и вчера именно это озвучил, что это была такая провокация. Я хочу тоже так раскрыть скобки, еще события января 2020 года принципиально, на мой взгляд, отличается от той вакханалии, которая происходила в 2014 году. Здесь надо отметить, что спровоцировали эти события то, что власть бездействовала и явно потворствовала тому, что происходило. И эти грабежи, эти убийства, да, и в этих убийствах, как в итоге выяснилось, замешаны лица, которые находятся в охране, работали в охране у главы государства, у президента. Но дальнейшие действия разворачивались уже в суде. Развязка же наступила
по итогам решения Верховного суда Республики Абхазия, согласно которому решение Центральной избирательной комиссии об избрании президентом Хаджимба являются незаконными, а сами выборы не состоявшимися. В итоге мы пришли к тому, что страной в течение более 3 месяцев незаконно правил режим, который не имел на это никакого права. В этих событиях парламент не пошел на жесткие решения, а принял мягкое предложение Хаджимба уйти добровольно в отставку. То есть у нас было на тот момент вынесено решение, и мы вышли с таким предложением. Но с этим предложением Рауль Хаджимба не согласился, и тем самым продолжал накалять ту обстановку, которая уже фактически сложилась на тот момент. В итоге, все-таки понимав свою бесплодность таких решений и что уже необходимо принимать решение, он в итоге написал заявление на имя парламента, ну и последовало его примеру уже вице-президент. И хочу отметить, что я так понимаю, что никто под дулами автоматами их не принуждал это делать. И в этот же день мы здесь в парламенте приняли его отставку и проголосовали за то заявление, которое он сюда нам направил. После того, как мы приняли здесь решение, вторым же решением, постановлением возложить обязанности, исполняющие обязанности президента на премьер-министра Бганба Валерия Рамшуховича. Скажу откровенно, что после решения суда сам премьер-министр для меня, он по закону не был тоже легитимным. Но мы не пошли на конфронтацию дальнейшую и, понимая сложную ситуацию в стране, все-таки приняли взвешенное решение здесь в парламенте и передали власть и поручили президенту исполнять обязанности премьер-министру. Вот. Хотя, еще раз повторяю, здесь тоже есть определенные правовые такие коллизии, с которыми не только я, но и часть депутатов тоже не была согласна. Также все-таки остаюсь убежденным сторонником, что сегодня, в том числе и на сегодняшний день, максимально легитимным в стране органом является это парламент и Верховный суд нашей республики. Вот. Таким образом, где и на каком этапе можно сейчас говорить о каком-то государственном перевороте? Конечно, ни я, ни мои коллеги не приветствовали эмоциональные такие вот элементы насилия, применения особо возбужденными гражданами из числа протестовавших в эти дни около здания администрации. Вот. Но в этом виноват был только действующий режим и никто больше. Они довели всю ситуацию в стране до того, что произошло. Они продолжали игнорировать справедливые требования тоже людей на справедливое расследование, те, которые необходимо были провести, недопущение то, что происходило. Это были требования этих людей. Но также возникает вопрос, где были представители и авторы этих анонимных вот таких обращений, когда за все время правления режима Хаджимба проходила такая вакханалия, где хищения государственных бюджетных денег доходили миллионами и миллионами, исчислялись. Почему они тогда не обращались, не делали эти заявления? Вот, тогда они молчали. Чем такое гробовое молчание было, когда вся страна знала, что многомиллионные траты там происходят в Абхазтопе? Почему молчали эти люди? Почему, когда мы об этом говорили здесь в парламенте, заявляли, громко заявляли, они об этом не говорили? Почему они молчали, когда масса разных документов контрольной палаты была перенаправлена в прокуратуру? Почему в прокуратуре они не обращались, чтобы эти дела были расследованы? Нет, это чистое лицемерие, понимаете? То есть двойные стандарты, так называемые, здесь работали. То есть тогда это можно было, а сейчас то, что произошло, еще раз повторяю, я не в восторге от того, что там определенное было нанесено ущерб зданию, в том числе и парламенту, но мы должны не подходить по двойным стандартам, а называть вещи своими именами, тогда открыто, тогда и должны называть то, что происходило раньше. Вот в этой лжи, в потоке этой лжи я понимаю, что просто действующий режим все каким-то образом пытается сохранить свое влияние, понимаете? То есть это просто так тоже документы эти не появляются, значит они откуда-то
с каких-то недр родились. Поэтому вот они пытаются каким-то образом повлиять на что-то, опять сделать так, чтобы ситуация пошла не в правилном, не в спокойном русле, да, а опять было какое-то возбуждение и напряжение в обществе. Понимаете, вот опять одни и те же ошибки допускаются систематически. Пытаются, наверное, также влиять на волеизъявление наших граждан, как они это умели делать и на последних выборах, да, как мы знаем, как эти выборы прошли, с какими они прошли нарушениями, с подкупом, с угрозами там, и так далее. Теперь, что касается, там тоже у нас поднимался вопрос по поводу исполняющего обязанности президента. И якобы, что на него там оказывается какое-то давление. Я тоже вчера об этом сказал, что ему необходимо было еще раз прийти в парламент, об этом заявить. Вчера тоже на это совещание и сказать, что какое давление, кто на него оказывает. Тогда бы мы могли разобраться, тогда бы мы могли эти акценты расставить. Говорилось о том, что мы, когда он приходил до этого, говорилось о том, что лица, которые одиозные, которые так или иначе влияли на то, что произошло в стране, они не должны работать. Вот этот вопрос, да, стоял в парламенте, и мы нашли понимание. И последнее, конечно, что хотел бы прокомментировать. Вчера вот это наше совещание попало в средства массовой информации, и пользователи интернета очень бурно обсуждали вот, то, что произошло вчера, и как я лично тоже озвучивал этот документ, и что я считал и считаю сейчас, что это провокационные документы, они не должны так попадать в парламент и таким образом обсуждаться. Но здесь мы с коллегами иногда вот спорим, и жаркие споры проходят. Но лучше, чтобы споры заканчивались и начинались здесь. Я, например, этого преследую и это поддерживаю, именно такую постановку. Лучше, чтобы здесь, чем на улице. Чтобы это на улицу не выходило, я думаю, что нормально, если мы здесь и поспорим, и немного там придем к какому-то компромиссу, найдем какое-то взвешенное решение. Сейчас нам самое главное, всем нужно успокоиться. Да, я думаю, что мы с коллегами тоже сожалеем о тех эмоциях, которые имели место, наверное, в парламенте, но это такие рабочие тоже моменты, которые возникают здесь часто. Я считаю, что в день голосования нам нужно проголосовать головой, а не эмоциями. Вот, и за нашу страну, за наше будущее. Вот, и этот режим, он уже ушел. Все, и на этом надо поставить точку и двигаться вперед, и смотреть вперед, и развиваться, и получать такое качество государственного управления, которое необходимо нам реально сегодня.